С вами журналист Олег Желнин, и мы продолжаем в рамках форума безопасности граждан от финансовой грамотности, от мошенников. Правильно буду говорить, форум безопасности граждан от действий мошенников. И сегодня в нашем эфире Светлана Александровна Платонова, волонтер финансовой грамотности. Светлана Александровна, сегодня мы поговорим об инвестициях. Это по данным нашим МВД, да, отдел, который занимается борьбой с мошенничеством, говорит о том, что где-то 20% основные действия мошенников связаны с инвестициями. И наши граждане оказываются потерпевшими. И хотелось бы узнать все-таки, что такое инвестиции и почему наши дорогие граждане, или точнее мошенники, очень хорошо об этом наших граждан в это вовлекают, когда они становятся потерпевшими. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте. Давайте с вами поговорим про то, что такое инвестиции. Инвестиции – это та деятельность, когда мы хотим наши свободные денежные средства отправить с целью извлечения прибыли. Это не обязательно фондовый рынок. То есть это может быть что-то другое. Это может быть и всем известно недвижимость. Вот любят обычно в недвижимость вкладывать. Да? Кто-то, может быть, вкладывает в свой активный бизнес, а кто-то идет на фондовый рынок. Вот это есть инвестиция. Это желание извлечь прибыль, получить какую-то выгоду. И исходя из этого уже нужно понимать, что инвестиции, они, конечно, сопряжены с рисками. Это нужно знать четко, что вы, если вы хотите заняться инвестициями, вы должны быть готовы, даже если вы пойдете к официальному брокеру, у которого есть лицензия Центробанка, вы можете потерять свои деньги полностью и можете их не вернуть. Соответственно, что нужно сделать? Сначала нужно все-таки поднимать свою финансовую грамотность, и основная задача – это чтобы у вас были именно свободные денежные средства, которые вы готовы не увидеть в ближайшие 3-5 лет, а может быть и никогда. Вот что такое инвестиции на самом деле. Да? И поэтому задача-то сначала, чтобы у вас была подушка безопасности. Вот вы составили свою подушку безопасности, это где-то 3-6 месячных расходов, да? И только после этого у вас появляются свободные денежные средства, которые вы уже думаете, куда бы вложить. И вот если у вас появляются такие деньги, то вы можете уже сами начать интересоваться темой инвестиций, повышать свою финансовую грамотность, конечно, смотреть видеоролики, читать какую-то специализированную литературу, и только после этого вы можете решить, что, вот, например, недвижимость мне не подходит, потому что дороговато, а вот, например, фондовый рынок, да, у меня есть деньги для того, чтобы я могла попробовать открыть брокерский счет и начать инвестировать. Для этого нужно обратиться в официальную брокерскую организацию. У нее должна быть обязательно лицензия Центробанка. Есть сайт Центробанка cbr.ru, на котором вы можете посмотреть название организации. Например, вы знаете, что в нашем регионе есть определенные какие-то организации, которые оказывают брокерские услуги. Сначала нужно либо по ИНН, либо по названию организации посмотреть в этом реестре, существует ли она там. Если она там есть, если она лицензия действующая, значит все нормально, можно обратиться к ней для того, чтобы открыть брокерский счет. Но открыть брокерский счет – это мало. Да? Нам нужно знать, что потом с этим делать. Поэтому вот я и говорю о том, что основная задача – это все-таки повышать финансовую грамотность, чтобы вы знали, что вы будете делать с этим брокерским счетом, а не просто вы туда положили деньги, и как бы все. Почему у нас граждане попадаются на уловки лжеброкеров, так называемых, да? Потому что, вот, как я уже сказала, очень низкий уровень финансовой грамотности. Это вот основная причина. Потому что хотят сразу же получить очень высокую доходность. Им, если на них, например, выходят самостоятельные лжеброкеры, обещают им высокую доходность, и почему-то граждане верят и начинают перечислять им свои деньги. На самом деле, если вы слышите, что вам обещают и гарантируют какую-то доходность, это уже нарушение закона, потому что доходность никто гарантировать вам не может. Можно ориентироваться только на исторические данные. То есть, что будет в следующем году, через 2, через 3 года, мы вообще не знаем.
Мы не знаем, что может быть на фондовом рынке. Поэтому, если вы услышали, что мы гарантируем, что у вас будет очень высокая доходность, оттуда нужно уже бежать. Сразу и бежать. Конечно. Но я просто интересуюсь, потому что вот обманы происходят, действительно рассказывают какие-то схемы, даже через компьютер и так далее, и так далее. Я просто вот немного не понимаю одного, да, человеку, которому предлагают инвестировать, да, предлагают большую прибыль, это уже заранее мошенничество. Большую доходность. Также получается. Если вам гарантируют доходность высокую, то, скорее всего, это мошенничество. Потому что никто не может гарантировать высокую доходность. Вообще какую-то доходность никто гарантировать не может, потому что нужно опираться только на исторические данные, которые были, например, 5 лет назад по данному активу или по паевому инвестиционному фонду. Только смотрим на исторические данные. То есть то, что будет впереди, никто не знает. Поэтому гарантировать вам никто не может, что у вас действительно будет высокая доходность. Может, она в следующем году не будет высокая. Может, она вообще у вас будет минусовая. То есть у нас основная ошибка наших граждан в том, что они в этом ничего не понимая, ведутся на звонки или предложения, да, и как бы думая о том, что инвестиции это, как сказать, сказка, да, на самом деле, и все-таки их обманывают. Но я действительно не могу понять, в чем причина инвестиционных таких вложений. Вот недавний случай, буквально 6,5 миллионов, да, в инвестиции какие-то вложили, высокая доходность, это по данным МВД. И здесь я хотел бы все-таки понять, нашим гражданам, получается, самое главное в инвестициях не участвовать, если ты безграмотный. Самое главное, если вы интересуетесь инвестициями, относиться к ним все-таки не как к онлайн-казино. Если вы будете относиться к этому как к какой-то игре, то вы такой результат и получите. Если вы будете относиться к инвестициям на фондовом рынке как к способу сбережения, сохранения вашего капитала или накопления на какую-то финансовую цель, или составить долгосрочный портфель, который вы будете периодически пополнять, реинвестировать, то есть заниматься своим портфелем, серьезно заниматься этим портфелем, да, то есть на просадках докупать, например. Если что-то у вас выросло, вы будете это продавать, да, и заново опять реинвестировать в этот свой портфель, вы увидите, конечно, результат, но не сразу, а через какое-то время. Вот это нужно понять, да. И даже если вы занимаетесь инвестированием довольно профессионально, если у вас есть определенные знания, если у вас есть брокерский счет в организации, которая имеет лицензию Центробанка, даже тогда у вас нет гарантии, что вы, значит, с первого раза у вас будет все успешно. Нет такой гарантии. Но если вы будете использовать данный брокерский счет и, значит, деньги на этом брокерском счете в качестве, значит, способа накопления вашего капитала общего для достижения какой-то определенной финансовой цели, постепенно вы, конечно, будете видеть результат. То есть здесь нет такого, что обязательно будет доходность. Ее может и не быть год, два, три. То есть это слишком короткий горизонт для того, чтобы сделать выводы, что, значит, у вас с портфелем что-то не то. Инвестициями нужно заниматься долго. И это очень скучно на самом деле. То есть когда вам обещают, что, значит, у вас прям будет такой адреналин, очень высокая доходность, это уже не инвестиции, это называется спекуляция. Спекуляция – это нечто другое. Да? Это короткие операции, внутри дня несколько операций, может быть, внутри недели, месяца несколько будет операций. Это будет все равно спекуляция. Да? Кто-то говорит, что даже если совершаете сделки раз в 3 года, это уже спекуляция. То есть это все равно недолгосрочный портфель. То есть подходы могут быть разные. Но я хочу сказать, что инвестиции – это скучно, правильные инвестиции. Это скучно и это долго. И этим нужно заниматься. Да? И это нужно изучать, и постоянно нужно повышать уровень своей финансовой грамотности, потому что появляются всегда какие-то новые возможности, да? Какие-то новые инструменты, которые нужно изучать, и какие-то изменения постоянно бывают. То есть нужно постоянно заниматься своим самообразованием в этой области, именно финансовой грамотности, конкретно в инвестициях. А как же тогда вести себя гражданам? Я понимаю, что звонок
звонки и дистанционное мошенничество, но есть же еще другой фактор. Например, я прямо в прямом эфире скажу, банк Тинькофф предлагает инвестиции заниматься, Альфа-банк заниматься инвестициями. Они все пишут, названивают. И здесь вопрос возникает, все-таки человека, ему рекламируют это все. И здесь вот как ему себя правильнее вести, потому что когда и представители банка предлагают открывать брокерский счет, мы вам потом все расскажем, это понятно все. И вот здесь какой совет нашим гражданам? Это же не секрет, что сами банки предлагают, если ты там у тебя счет или у тебя кредит. Да, они могут звонить, могут предлагать, если особенно у вас уже там открыт счет банковский. Почему? Потому что они же предлагают услуги брокерского обслуживания. Соответственно, если у вас есть счет в этом банке, и вы в какой-то момент можете согласиться, да, и открыть брокерский счет. Но обычно в поликлиниках есть такая, значит, фраза, да, в процедурных кабинетах, когда ставят нам прививки, там написано «смотри, что берешь». И вот этот совет, он актуален и для тех, кто собирается заниматься инвестированием. Смотри, что берешь. Если ты не готов заниматься инвестициями, если ты не готов открыть брокерский счет, даже у брокера, у которого есть официальная лицензия Центробанка, да, если ты не понимаешь, как это работает, лучше пока не заниматься этим видом деятельности, лучше пока заняться своим личным бюджетом. Да? У каждого человека, наверное, есть какие-то вопросы, которые нужно решить со своим личным бюджетом. Например, закрытие кредитных карточек, закрытие кредитов, накопление подушки безопасности, учет доходов и расходов, да? Личный финансовый план на ближайшие несколько лет. Вот пока займитесь тогда этими вопросами, налаживанием своего личного бюджета, да, и только после того, как у вас появятся свободные денежные средства, и у вас будет достаточный уже уровень финансовой грамотности, вы можете его проверять ежегодно. Проводится финзачет, проводится он Центробанком, да, вы можете проверять уровень своих знаний именно по финансовой грамотности. Если у вас каждый год этот уровень высокий, каждый раз повышается, да, и у вас уже возникают другие вопросы, а не только насчет своего личного бюджета, вот тогда вы уже готовы к инвестициям. И, кстати, я хочу сказать, что не всегда, даже если вы там проходили обучение, да, по инвестициям, знаете, что такое технический анализ, знаете, что такое фундаментальный анализ, знаете, что такое новостной анализ, это все равно не гарантия того, что вы пришли, составили портфель и сразу же заработали. Вы можете там несколько лет учиться этому и видеть, что у вас портфель находится в красной зоне, что у вас нету прибыли, у вас убытки. Но пока вы их не зафиксируете, эти убытки, они у вас будут просто как бы находиться в вашем портфеле. Убытки могут быть только когда вы уже что-то продали и уже видите, что зафиксирован убыток. Да? Но дело в том, что вы можете это наблюдать несколько лет. И у кого-то нервы могут сдать, и, конечно, он может решить, что это не для меня. Тогда он там решит, что нужно закрывать брокерский счет. Те деньги, что есть, попытаться вернуть, сохранить, да, хотя бы ту часть, которая осталась. Но потом они уже через некоторое время, поостыв, либо полностью теряют интерес к инвестированию на фондовом рынке, либо опять появляются на фондовом рынке, опять открывают брокерский счет, уже более грамотно, уже с новыми знаниями составляют свой портфель, и на второй, третий раз у них точно получится. То есть изначально инвестирование, оно сопряжено с очень высокими рисками. Это нужно знать. И если вы не готовы к таким высоким рискам, что вы вообще можете все потерять, лучше туда не начинать. Потому что вот в активном бизнесе предприниматель тоже, он же не знает, что будет с его делом, да? У него нет никаких гарантий, что через 5-10 лет у него предприятие будет работать, будет успешно работать. То же самое инвестирование. Поэтому воспринимайте инвестиции на фондовом рынке как свой бизнес. Вы же будете, если вы покупаете акцию какой-то компании, вы же становитесь хоть и маленьким, но сособственником этого предприятия. Купили, например, лот Сбербанка, вы хоть маленький, но уже сособственник этого Сбербанка. Вот если вы так будете воспринимать, как активный бизнес, да, относиться к своему портфелю как к предприятию, да, то тогда у вас все получится. То есть получается... Более профессиональный подход нужен все равно. То есть получается наши граждане, которые сейчас
обманутые уже мошенниками, они просто не знали, куда вообще заходят. Для них это было казино. И у нас такой интересный разговор состоялся. У меня состоится впечатление, что инвестициями надо или подходить с большими деньгами и долго этим заниматься, или же вообще ими не заниматься, с другой стороны. Нет, можно заниматься инвестициями вообще. Там есть такие активы, например, биржевые паевые инвестиционные фонды, да, у разных компаний, у того же ВТБ, у того же Сбербанка, называются они либо ВИМ, либо УК-1, да, куда можно зайти вообще с небольшой суммой денег, например, там 100 с лишним рублей, там 150 рублей, есть такие активы. И самое главное, это начинать как раз-таки с небольших сумм, чтобы понять, как работают инструменты фондового рынка. То есть вариант того, что банки перед тем, как там есть реклама брокерских там, и так далее услуг, а оказывается, есть площадки у банков, где человек может сам потренироваться и понять все-таки, что это такое. Правильно? У каждого, значит, в данном случае будем говорить про брокерское обслуживание, да? Даже если крупный банк, у него есть, он предоставляет услугу брокерского обслуживания. У каждого банка есть мобильное приложение, да? Если есть брокерское обслуживание, то тоже есть мобильное приложение. Когда вы открываете брокерский счет, вам доступны, у всех, скорее всего, наверное, брокеров, у которых есть официальная лицензия Центробанка, доступны бесплатные, совершенно бесплатные уроки по инвестированию, по первым шагам, где вам все полностью расскажут, там будут короткие видеоуроки, либо это текстовые будут уроки, но вы сможете все это пройти и уже будете готовы инвестировать. То есть у каждого брокера на самом деле есть вот эти пробные уроки, есть материал учебный, да, и вы можете с помощью этих учебных материалов хотя бы понять, как устроен фондовый рынок и как начать свои первые операции. То есть получается, когда вам предлагают инвестиции, банки, то либо люди там, то сначала надо знать правила. А правило основное – это официальные документы, я правильно понимаю? То есть вот у банка, если есть брокерские услуги, соответствующие документы, соответствующие люди. Я вот правильно думаю? Да, самое главное, это вот самое главное, о чем я уже сказала 2 или 3 раза, по-моему, да, за наш разговор, это наличие лицензии Центробанка. Вот это самый главный документ. Это можно проверить на сайте cbr.ru, это сайт Центробанка. И второе, это на сайте самой организации, в которой вы пришли открывать брокерский счет. Там все документы есть. Когда вы открываете брокерский счет, вам, конечно, дают договор о том, что вы открыли брокерский счет, вы заполняете анкету, и вам открывают непосредственно сам брокерский счет, дают вам доступ, логин, пароль. Да? И вы начинаете уже сами действовать после того, как вы пополнили этот брокерский счет денежными средствами. А вот часто у мошенников, да, при инвестициях там какие-то брокеры, типа, основной это обман происходит именно из-за этих людей, там перевод денег и так далее, ложные, так скажем, ложные сайты, ложные программы. Просто я хотел сказать, вот спросить, то есть у этих вот официальных брокеров есть брокеры, которые ведут вас, да, проверяют, менеджеры и так далее. Вот так это работает в инвестициях? Если вы хотите, чтобы у вас был более индивидуальный подход, то вам необходимо искать такую брокерскую организацию, которая более ориентирована на индивидуальную работу. Да? Если вы пойдете к очень крупному, в крупный банк, у которого есть брокерское обслуживание, надо понимать, что очень много клиентов, и, соответственно, индивидуального подхода вам там точно не получится. Слишком много клиентов, и индивидуально под каждого подстраиваться не будут такие организации. Да? Поэтому это уже будет ваша собственная задача найти такую брокерскую организацию, которая будет удовлетворять вашим требованиям. Чтобы у вас были какие-то индивидуальные консультации, индивидуальный подход, потому что это все стоит денег. Но никто же бесплатно не будет вам составлять ваш портфель, правильно? Никто бесплатно же не будет работать, поэтому так. Что я еще хотела бы сказать, отметить. Наверное, вот, может быть, такая аналогия будет более понятна нашим зрителям, да? Когда обращаются
граждане с вопросом «я хочу инвестировать», и именно в криптовалюту, например, да, или сразу хочу сделать там какой-то, там, даже не портфель, а какую-то сделать спекулятивную сделку, да, на короткий срок. Это напоминает нам, что то, что грудной ребенок сразу хочет начать ходить, вместо того, чтобы сначала научиться поднимать головку, там, научиться поворачиваться, садиться, стоять и потом только ходить. Да? То есть получается, что у нас граждане вместо того, чтобы пройти вот эти шаги первые, сразу же хотят уже пойти, родившись. Ну, то есть так не бывает. Да? Поэтому я рекомендую, вот, уже повторяла, еще раз повторю, да, все-таки повышать уровень своей финансовой грамотности. Вообще заниматься собственными деньгами – это очень полезно. Это самый главный, наверное, и полезный навык, который может быть у нас вообще в жизни, да, потому что деньги нас сопровождают каждый день, начиная с момента нашего рождения и до нашего ухода из жизни. Они сопровождают нас каждый день. Вот вы утром вышли на улицу, да, сели в такси, там, собственную машину, и вы уже начали тратить деньги. То есть они нас сопровождают постоянно. То это очень как бы полезная такая наука, заниматься собственными деньгами, повышать свою финансовую грамотность. И очень хорошо, что у нас сейчас в школах, начиная с младших классов, уже проводятся уроки финансовой грамотности. Это уже такой предмет, который обязательный. Это очень полезно. Я думаю, что вот новое поколение наших детей, которые будут там со школьной скамьи уже знать, что такое инвестирование, как вести семейный бюджет, личный бюджет, они, конечно, будут меньше попадать на уловки вот лжеброкеров, таких финансовых мошенников. Это очень хорошо. И, кстати говоря, уже с 14 лет некоторые брокеры дают возможность открывать брокерский счет детям. То есть, конечно, согласие родителей, но такая возможность у некоторых брокеров появилась, она есть. Это говорит о том, что у нас все-таки молодое поколение, которое вот как раз-таки в школах проходит этот предмет финансовой грамотности, они уже могут инвестировать. Это то есть надо родителям хорошо. помочь, наверное, своим детям, чтобы Я они думаю, начали... что в некоторых случаях дети могут помочь своим родителям. Так и Да. так получается. Да, чтобы они как раз-таки и не стали жертвами мошенников. У нас же есть такой случай, когда школьник помог своим родителям не переводить деньги на банковский счет вот, мошенников. По-моему, в Хангаласском районе. Замечательный пример. То же самое и с инвестициями может быть. Ну, а что вы можете сказать вот на доводы мошенников? Криптовалюта дорого стоит. Нельзя на это вестись, да? Или там акции «Газпрома» самые шикарные, купи, разбогатей и так далее. Ну, смотрите, на самом деле и работники брокерских организаций могут такое предлагать, да? Но решение вы принимаете самостоятельно. Это во-первых. Что касается криптовалюты, криптовалюта – это действительно финансовый инструмент, который ну, очень волатильный, сейчас очень пользуется популярностью. Да? Там тоже, конечно, сфера интересов мошенников, но криптовалютой тоже можно заниматься, но надо знать как и в какую организацию обращаться, и тоже повышать свою финансовую грамотность, и как еще иначе. Огромное спасибо за... Мы заканчиваем свой прямой эфир. Спасибо за то, что вы нас предупредили. Ну и суть нашего разговора: хочешь быть богатым, век учись, изучай, и особенно инвестиции. Спасибо за внимание. Спасибо.